Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей», с вами Мадина Кураева. На базе Республиканской клинической больницы открыли отделение скорой медицинской помощи, соответствующее международному стандарту. Обследование пациентов будет проводиться в комфортных и качественных условиях. Стоит отметить, что оно единственное в СКФО. В торжественном событии принял участие руководитель субъекта. Слово Амине Тупелаговой. В Республиканской клинической больнице имени Эпендиева состоялось очень значимое событие не только для региона. Отделение скорой медицинской помощи в своем роде уникально, потому что отвечает международному стандарту Emergency. Проделана масштабная работа, и вот первое подобное учреждение в СКФО полностью готово принимать пациентов. Торжественное мероприятие посетил руководитель субъекта Рамзан Кадыров. Самое лучшее, что есть, но должно быть у нас, поэтому в последующем туристический медицин, как кстати, догадываюсь, столько американских клиник, куда шерингических обучилось, а у нас в республике созданы все условия, полностью оборудованы все больницы, а на ломать металл, я их условия считать, так что он нахдано, потихоньку, аж специально через куда-то, По традиции была перерезана красная лента, после чего для Рамзана Кадырова провели экскурсию по отделению. Оно, в свою очередь, делится на 3 зоны. При поступлении пациенты сразу же размещаются в зеленой. Тут их осматривают врачи соответствующего профиля и оказывается первая медпомощь. Мы вместе планировали, прекрасно получилось. Надо должен первое отделение в Северо-Кавказском федеральном округе. То есть всех обогнали, потому что Ставрополь пытался сделать, ничего у них не получилось, но вы первые стали. И отделение, шикарное получилось. По опыту я могу сказать, мы до этого много смотрели, там Италия, Германия, Франция, Англия, США. Все сделано по уму, все сделано так, как положено с точки зрения потоков. Хорошо. Спасибо большое. Я думаю, что людям понравится. Очень сильно помогал. Сюда врачи приходят, здесь осматривают. Он не ходит нигде. То есть все детальные функции подключены, мониторировать. Когда с автоматической расшифровкой сразу шарит. Самое главное, у вас появилась для пациентов желтая зона, то есть то место, где они могут одновременно обследоваться и лечиться. То есть мы не теряем время. Пациент, пациент, если он лежачий, не вполне понятно, он попадает сюда, здесь он проводится все лечебные мероприятия, сюда может приехать рентген, сюда может приехать ЭКГ, УЗИ, и пациент все время под присмотром. И отсюда пациент либо поедет в операционную, либо ему станет лучше, он уйдет домой, либо он будет выписан отсюда, либо он поедет в отделение дальше долечится. Но самое главное, все острые состояния будут здесь, с ними разберутся, и это будет прям отлично. Кстати, одна из интересных деталей желтой зоны – это расположение коек по типу ромашки. Посередине медсестринский пост, что позволит одновременно мониторить состояние всех пациентов. Но и это еще не все. У пациента, поступившего в приемное отделение, сразу же берутся все анализы, после чего они помещаются вот в эту емкость и отправляются в лабораторию по пневмопочте. Лаборатория централизованная, располагается на 2-м этаже, и поступившие таким образом анализы исследуются вне очереди. После чего результат уже в электронном виде отображается на рабочем столе врача. Такая оптимизация существенно упрощает и ускоряет работу. Здесь 2 кабинета врачей, мужская и женская, ординаторская. Эти врачи именно занимаются вот этими пациентами. То есть они никуда не уходят, вот именно чисто им. Тем самым у нас
мы спасаем жизни, и то окно, в которое нам надо попасть, мы попадаем вовремя. То есть самое главное, которую вы задачу нам ставите, это снижение смертности. Это входит в дорожную карту, один из первых пунктов по снижению смертности. Это уже несколько лет об этом Сергей Федорович приезжал, обговаривались, но мы решили с вашей помощью рискнуть, и с вашей помощью реализовано, получилось. Красная зона принимает самых тяжелых пациентов, к примеру, тех, у кого случился инфаркт, инсульт или после ДТП. Тяжелый сразу со входа попадает в палату реанимации, потом разберутся, в какую реанимацию переводить, что с ним дальше делать. Но самое главное, что его скорая примет. И здесь сразу операционная, ангиографическая. Наиболее распространенная проблема смертности – это смертность из сердечно-сосудистых заболеваний, то есть инфаркты, соответственно, коронарография, стентирование прямо у входа. Да, с утра уже именно операция. Я еще в конце 2022 года установить суперсовременный аппарат ангиографической установки. Нашу эффективную станцию рабочую. Da gåvzoga, så då hörs ju sångsten var det då. Där. Då lär det nästan. Du är bara så här Палата реанимации прямо на входе. То есть, если привозит скорая крайне тяжелого пациента, которого мне необходимо спасать прямо сейчас, все, даже вот раз поворот, он сразу здесь, палата реанимации. То есть шанс спасти повышается, потому что как раньше было в любой больнице, где такого отделения нет, это куда-то до лифта, на второй этаж, там пока открыли, пока приняли, все, уже спасать некого. А здесь раз сюда попал, если инфаркт, раз, он уже в операционной, через двери, все. Буквально за стеной газы, КТ, МРТ. Полное подключение. Да, полное подключение, подвод газов, вакуума, всего то, что. И сразу осветители, и еще если там экстренно надо что-то И в сделать. чрезвычайной ситуации, не дай бог что чего, там можно разместить 10-12 пациентов средне тяжелых. Здесь можно развернуть 2 операционные, если какая-то беда. То есть, другие возможности по спасению. Да, вообще. Одномоментное отделение способно принять до 35 больных, и что чрезвычайно удобно, прямо на месте пациент получает всю необходимую помощь. Еще особенность данного отделения в том, что все врачи будут находиться именно в этом отделении. Уже то, что как раньше функционировало приемное отделение, что врачей приходилось вызывать из стационара, этого уже не будет. Все будут локализованы именно в данном отделении. И непосредственно сразу же к пациенту будет доступ у каждого врача по профилю. Также это дополнительные исследования, это ультразвуковое исследование, это лучевое исследование, рентген, КТ, МРТ. Также у нас в красной зоне расположен суперсовременный ангиограф, где пациентам с острым коронарным синдромом оказывается вся помощь. Ну и какое же торжество без подарков? По случаю открытия отделения были переданы 12 полностью оснащенных автомобилей скорой помощи. Дополнительные единицы специальной техники позволят существенно снять нагрузку. Diesel нет? Полностью оснащен. И дефибриллятор, отсосы, все для кардиограф, кислород, чай, как мини-реанимобиль. Все для оказания экстренной помощи, мониторирование, уж дефибрилляторы, все, отсос, кислородные баллоны, все. Мини-реанимационно на колесах. Класса Б. Из чая еще. Спасибо большое за поддержку, за понимание, за отношение, что вам всегда рассказывал. Вам спасибо, что вы находите силы, главное средства на то, чтобы развивать службу скорой помощи, потому что, повторюсь, на очень высокий уровень организации был догоспитальный, а сейчас и госпитальный уровень будет. Дальше будем развиваться. Я помню, что и Гудермес, и детская, и у вас еще городская больница скорой помощи в Грозном. Вот до такого же уровня надо дотягивать, и будет тогда вообще все как надо. Будем планировать. Я слышу, все пошагово, нельзя все сразу сделать, всегда дорога вперед. Получается. Конечно, движение есть.
Высокую оценку новому отделению и организации скорой медицинской помощи в регионе дал и руководитель отдела скорой медицинской помощи ПИРО Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Вадим Теплов. Вся служба организована достаточно грамотно, и очень нравится, что есть такой тренд на реализацию инновационных технологий. То есть у вас есть и мотоциклетные бригады, и там периодически используются беспилотники. То есть все, что новое можно где-то подчеркнуть, служба скорой помощи старается использовать. Реконструкция и капитальный ремонт был проведен при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Министерство здравоохранения региона не собирается останавливаться на достигнутом. Грядут масштабные изменения и в ряде других учреждений. У нас уже запланировано открытие такого же отделения на базе Гудермесской ЦРБ и на базе второй детской клинической больницы, так называемого детского БСМП. Хотелось бы выразить благодарность Далса Мельдинду, он постоянно внимание больной чан внимание, что медицинское сообщество Рамзан Ахматовичу поддерживает док наустал, до дересвел, дал дух вавел, дал дух яюрвай аймани несивна, мельдя, что дал шеду. Одним из показателей высокого уровня жизни является именно медицина. Поэтому руководство региона делает все возможное, чтобы жители Чеченской Республики у себя дома получали качественную медицинскую помощь. Амина Тупилагова, шейх Мансур Малатов, Сайтель Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. В правительстве республики состоялось совещание. Члены Кабинета министров под руководством заместителя председателя правительства субъекта Исайту Хаджиева обсудили два актуальных вопроса. Это год чеченского языка, в честь которого проводятся различные мероприятия, а также подготовка к празднованию знаменательной даты для чеченского народа 20-летию со дня принятия Конституции региона. Созданы специальные комиссии, ответственные за качественное исполнение и реализацию намеченных планов работ. Шунмаха арвай якы мероприятия штабы чбохбу год чеченского языка. Юца и сейчас планировать мероприятия шумш ответственно подходить теша так публичной сфере дагой чмела дополнительные мероприятия одобрять тербино орлуйол шумдачуна так шунмаха ара хошера двой конституции телец амадаш далгазот қобыл дольцун ара бақне ташохоч юбилейный мероприятие шхриол шуая цунхаа беш та итогу документ кетчдеше мосо орган исполнительной власти бол беш волчарг ташарха своей сфере динома хаза дон та размытый садач четко язей ташарха шаш бинч белханда пирос февраля алзапросия итен хаз ответственно шаш хауси отписк шаш вая этаж информация хаяича о итогу это документы на войн тяглон дадиллахир дара такой это 23 марта и бол бечхен доклад я Рамзан Ахматовичен о информации собирать еш болхирбар. Каждую неделю в регион прибывают добровольцы из разных уголков страны для участия в специальной военной операции на Украине. В Российском университете спецназа они проходят боевую подготовку. В столичном аэропорту состоялась очередная отправка защитников Родины с участием официальных лиц. Подробнее Адам Сулейманов. У всех собравшихся только одна цель – избавить общество от нацизма, защитив мирное население. Более 300 человек, выступив в качестве добровольцев, сегодня отправляются ее реализовывать. Я доброволец, патриот России. И не хочу, чтобы какие-то шакалы убивали наш народ, чтобы не было фашизма. У меня дома семьи и дети, которые полностью меня поддерживают. И мы искореним всю эту нечисть с нашей земли. И я все сделаю для этого, чтобы было так. Следуя уже закрепившейся традиции, проводить будущих бойцов прибыли официальные лица. Они обратились с напутственной речью, пожелав удачи и успехов на выбранном пути. К вечеру вы уже будете в подчинении нашего брата, командир легендарного спецназа Ахмат Апти Алаудинова. Вы вышли защитить свою родину, свои ценности и приказ Верховного Главнокомандующего. Мы вам желаем удачи, прежде всего. Ахмат! Аллаху Акбар! Россия! Ура! Ура! Ура!
Каждый, проявивший желание принять участие в специальной военной операции на территории Украины, проходит ускоренный курс подготовки в Российском университете спецназа. В программу входит не только теория, но и практика, которая так необходима на фронте. Все эти полученные знания и навыки также поднимают дух бойцам. В целом все в порядке, боевое настроение. Готовы к вылету. Задача будет выполнена. Прошли отличную подготовку. Снаряжение тоже хорошее. Товарищи тоже в боевом настроении. Каждый новобранец имеет при себе все необходимое, поскольку региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказывает им огромную поддержку. Бойцы группами поднимаются на воздушное судно. Уже через несколько часов они будут на территории проведения специальной военной операции рядом со своими товарищами, защищать общие интересы нашей Родины. По прибытию в пункт назначения работа по устранению нацистского режима Украины будет начата незамедлительно. Все это делается для будущего нашего государства и народа. Адам Сулейманов, Сайдали Ампукаев, Сайдамид Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Бойцы 96-го полка оперативного назначения Северокавказского округа войск Национальной гвардии отправились в зону проведения специальной военной операции. Перед этим им провели полный инструктаж. Группа военнослужащих подготовлена для выполнения задач любой сложности. Солдаты имеют хороший настрой, боевой дух и уверенность в своих силах, поскольку сражаться с бандеровцами они едут уже не впервые. Впереди их ждет долгая поездка на технике. Подготовку мы проходили около месяца на войсковом стрельбище. Помимо стрельб УКС, 3-й УКС, 4-й УКС, гранатометание, все проходили на общую оценку отлично. Личный состав готов. В принципе, здесь личный состав, который уже был, уже знают, что делать. Настрой ребята нормальный, короче. Ой, полностью, боевой настрой, жду, Ахмад сила, Аллаху Акбар. Муфтий Чеченской Республики Саала Хаджи Межиев поздравил жителей региона с наступлением одного из священного месяца Раджаб. ورخلق بويس يايتنا ورخلق بويسا بايم عليه الصلاة والسلام استقل واقن بويسا يوز ورخلق بويسا شوها ويداش توشت الله هور دينا ويداش توشت الله بيرز لامز وينت إدلين بويسا يوز بايم عليه الصلاة والسلام تحنا مخلوقا سقويتين دوشت الله قاقويتين تحا بايمر تحا أولياء تحا ملايك تقاشت يوشل سيلا يوشل حضرتي قاشد بوت بوير رجب بتشوها أقدال دين خلدو ديلي عدين خلدوش توش دعنا دال جوبلو إمام شافعي رجب بيت حلغر بيسن شوح ديلي حستويلش دعا دي چه دال دعا جوبلو دو الله سنديرا يزخل يوشل خنلارر يزخل يوشل متغلارر وزخل يوشل ستغلارر ملوخا دال دز دين خلدوش تولم دز در إذا ديلا خويوش تول دگنش دو دال قرآن شعبو ديل بلگونش يزنگ مل ولاح إذا ديلا قيوشتول دقنش دون سنديرا ويا حخل يولشول يزغن لار يزوي وزغل وش دالا بيركة تاش بينخيل يرجع بوطة تحت إمل يوشول زامة عبد القادر جيلاني سالا ديل رئيس خلصن رجع بوطة هم قاعد عيش بوط بوالله سو شعبان بوطة ززدوقشة هم حخل بوط بوالله سو رمضان بوط إذا تيرستم حلاح وش بوط بوالله إذا سنديرا يزج خين شوحة ديلي قيقر ديلي بيرزر عمل عبادتر رجب باتشاه مار قابل وشولشن مار قابر سنة دو بايم عليه الصلاة والسلام سو سنة دينا بالله حارم من بيتنش كعمار قابر أص بيتنش صعبوت بو رجب بوت أص رجب باتشاه قابل خل دوشتولش حن مار خينا
أقا حلغرش دين عمار خام شون قاشر عدينا شقنواش تجاشتي دوالله شالوش دين عمار خام شون شنشر عدينا شقنواش تجاشتي دوالله قازلا دين عمار خام شون سانشر عدينا شقنواش تجاشتي دوالله خدعني وشتوش أقا هور دينا تصبت بتاعت ودين دوشتوش قنواش تجاشتي دوالله إشت رجب بتشوح أقا قرآن ديشر ألسم داقر لا إله إلا الله ألسم داقر تسبيح ألسم داقر ديكش بالغنس حصوالر ووش بالغاغلر ولر هون elçi dik bol baş hondal yal alsam yalarak terre hok rajab ba çoğu bol biçe suna alsam da okurdul şu del sunda erwaya deli ders diez way deli qayq diez way deli duada diez way amal ibadat sawda diez way ووشي ديز ريح ووشي داش ريح ووشي انتر دولار ريح سودول ديز way vezgil ojdala way paçan ramzan haj al şoyl vezgil ojdala Ukrayn mahka qayık şboş bol way vejri al şboyl vezgil ojdal way moh way taqa derişi elçonu matalay salatu selam al şdoyl islam din busud nah buz boyldal wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Начался один из запретных месяцев мусульман Раджаб, в котором запрещены войны, вражда и совершение греховного. В этот месяц произошло значимое событие. Ночное переселение пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, из Мекки в Иерусалим и вознесение на небеса. Подробнее в следующем сюжете. Мусульманский календарь еще с давних времен использовался верующими для определения дат религиозных праздников. Летоисчисление ведется со времен хиджры, даты переселения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и первых мусульман из Мекки в Медину. Актуальна его работа остается и по сей день. Наступление месяца Раджаб, который считается одним из 4 священных, как раз и было отмечено, исходя из его данных. بتني دقر دلار شرشها شيت بوت بولش دال سسين دال دو إذا استقلن شلاحتنش قولش دينا دونا دالا خواتي النظام دو إذا وتشيت بطخا بيق بطشا بزبنا بيحكنا وانت بوش بالبطة أزبيق بطخا صابوت بو رجب بوت بوزا. Месяц Раджаб очень важен для верующего, так как в первую очередь он подготавливает к одному из главных месяцев в году, месяцу Рамадан, требующему чистоту не только телесную, но и душевную. Запретные месяцы в исламе считаются священными. В их период мусульманину запрещается ведение войн и кровопролития. Верующий также должен остерегаться и плохих деяний, поскольку наказание за них будет умножено многократно. В этот месяц за каждый добрый поступок человеку воздастся высшей наградой. Было также отмечено, что данные примеры распространяются по отношению человека и к самому себе. Исходя из этого, несложно понять, что данный период очень важен. На проповеди было приведено множество аргументов, подтверждающих святость и важность наступающих дней для мусульман. Каждый внимательно слушал и запоминал сказанное имамом. Независимо от возраста, присутствующие были готовы встретить священные дни. كوغس كوغس دكس ماتت نردس و أخا سورين ماخ قوش الحمد لله دالجيغا شين خير ليال شين خدك ما داست شين خير هلتون جماعتنا هم هلتون تراسنا هم هلتون مسلم نستاسنا. Любое деяние человек совершает во имя Аллаха, и за каждый поступок ему воздается по заслугам. Как отмечают богословы, подготовиться к священному периоду очень просто. Все, что для этого нужно, искреннее раскаяние перед Всевышним и желание измениться в лучшую сторону. Адам Сулейманов, Сайдалиан Пукаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова построил дом погорельцам из станицы Старощедринская. Семья, состоящая из 7 человек, в одночасье лишилась жилья. Узнав о случившемся, Рамзан Кадыров поручил решить данную проблему. Мадина Нуцалчиева узнавала подробности.
За этими воротами дом с целой историей о ужасном событии, его благополучном исходе и просто неравнодушии к беде посторонних людей. 23 декабря в доме семьи Барзаевых, состоящей из 7 человек и проживающей в станице Старощедринская, произошла утечка газа, вследствие чего прогремел взрыв. От жилища остались одни обломки. Помочь спасти то, что уцелело в этот день, сразу же сбежались соседи пострадавших. صويد حي إيرا صحيح إنش حقوقه زدري بر خزاح سو خديجي إشت شرهم مش آلي وخشدر وتلي بشيم باش دوقم ياسر أبول نستكريش تبيجيرا تعطيلهم تبغى يسنا ياسر تعكم نتعطيلي ياسر полной деформации خليت إنوش تعشوا مشاع عميجريوش ياسر. Барзаевы на время переехали к брату главы семейства. Новость о произошедшем быстро разлетелась по станице, а после и по всему Шелковскому району. О трагедии узнало и руководство региона. Помощь от него не заставила себя ждать. Уже на следующий день было объявлено о начале работ по возведению нового дома. ساعت 6 ساعت بلا حقیقت زیاده شو. اشتراز هم بحکن دلزر زد. تو خداگاه بول شوق خدش مو خیچون باش. جو خاص باش دیوز زارو. جو خاصیت. جو دیکیدو. هوته условия هوته пома да ищеряться я да ниц хочу базар. В старом доме Барзаевых было 4 комнаты, в новом же их целых 10, общей площадью 289 квадратных метров. Помещения просторные и светлые, обставлены всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Подведены все коммуникации, а также теплый пол. Хозяйка нового дома Яха признается, что и представить не могла, что им окажут такую помощь. Поздравить семью с новосельем и оценить проделанную работу приехал начальник госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике Идрис Черхигов. Позвонил глава района, сказал, что в доме взорвался газ, самое холодное время в семье. Потом было принято решено обратиться в фонд имени первого президента Героя России Ахмад Хаджи Кадырова, руководит Аймани Сивни. Аймани сказал незамедлительно начать работы, что было дано поручение главе района. В связи с этим за 23 дня возвели такой прекрасный дом для семьи. Все обустроено, все сделано. Теплый пол, газ, батареи, вода, мебель, все сделано. Поэтому такие вопросы у нас благодаря Аймани Сивни, главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу, решается оперативно и быстро. Когда нам дают такие поручения, выполняем его на 100%. День был наполнен радостью не только для семейства Барзаевых. Важным событием для Шелковского района стало и открытие нового здания администрации станицы Шелкозаводская. Рассмотрение вопроса решили построить средств фонда администрации сельского поселения, чтобы им было удобно работать и геологацию местоположения поменять, чтобы людям удобно было. И тем, кто идут в больницу, и тем, кто придут на прием администрации, чтобы легче было работать. Также новое здание администрации открылось в селе Каршига-Аул, а в станице Курдюковская местным жителям подарили новую благоустроенную общественную территорию со спортивной площадкой, реализованной по программе формирования комфортной городской среды. Мадина Цалчиева, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.